Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас новая программа, но я надеюсь, первый блин не будет кому. Ну, а если и будет, то вы нас уж, пожалуйста, простите. Ну, меня зовут Платошкин Николай Николаевич, если кто не знает. У нас по средам, наверное, если вы нас ободрите своими комментариями, будут проходить дискуссии с наиболее яркими представителями нашего общества о наболевших проблемах нашей с вами жизни. Ну и на дебют я вам рад представить академика Роберта Искандеровича Нигматуллина. Причем я хочу подчеркнуть, что это академик не, так сказать, как бы нового полета, что ли. Да? Он получил все свои научные регалии, научные степени, и труды свои защищал, и практические разработки в советское время. Именно в сфере естественных наук. Тоже хочу это подчеркнуть. А тогда, понимаете, просто так такие степени вообще не давали никому. И я думаю, что вы сами в ходе разговора об этом убедитесь. Но мы, естественно, будем говорить сегодня не только о науке, но и прежде всего вообще о и месте науки в обществе, и об обществе как таковом. Роберт Искандерович, как вы считаете, вот вы и политик в том числе, да, вы в конце прошлого тысячелетия, в начале нынешнего были депутатом Государственной Думы от фракции «Регионы России». Ну и сейчас вы, естественно, тоже активно участвуете в общественной жизни, ваши выступления широко смотрят. Вот с тех пор, ну, лет за 25, наше гражданское общество, свобода дискуссий, стало свободнее, извините за тавтологию, или нет, и почему? Ну, в какое-то время, вот в 90-е годы, да, была свобода, и в начале 2000-х годов, ну, более свободно, будем говорить так, мы высказывались. А вот последние годы это все затормозилось. И вот это... Я вообще-то всегда считаю, что во всем виноват народ. Вот, это не популярная точка зрения, но правильно. Вот. И, конечно, за все отвечает перед народом глава государства, перед народом. За все причем. Если все что-то тяжелое, это вот не надо говорить, что там какие-то бояры окружили. Он сам подбирает себе всех помощников. Но в целом народ. И вот время от времени у меня появлялось, вот, и когда начиналось разрушение советской власти, это, в общем, в большой степени способствовал народ разрушению советской власти. Мы не защитили, вместо, даже вот члены партии, да, очень уважаемые люди, вот один из моих учителей ушел из партии. Ну как, он воевал, заявления мы все писали, до конца быть верными, клялись. Вот это есть, вообще говоря, во-первых, недостаток нашего народа, нашего воспитания. И чем второй, он вызван, как вы думаете? ну это, во-первых, конечно, в большой степени и вот годы, которые во времена Сталина, по-разному смотрим, но во всяком случае, конечно, просто так во время Сталина скажешь, и за это можешь сильно отвечать. И как-то вот это вот, видимо, с этим связано. Я вообще все детали не могу сказать, да. В общем, моя семья, мой отец, он был профессором, он был всегда очень критический к власти. И к Сталину тоже. И во времена Сталина, я так вот помню, в детстве, конечно, это дело было. И вообще вот критическое отношение к власти, оно необходимо для народа. Вот это вот служить надо Родине, это понятно, Родине, Отечеству и так далее, своему народу. Но власть должна быть под огнем критики и критического взгляда. Вот если этого нету, то вот начинается, знаете, вот такое, что-то скажешь вот против правительства или еще что-то такое. Ты уже попадаешь вроде какой-то, ты смелый особо, ты опасайся. Вот это у нас есть, эта традиция у нас так заложилась. Но, в общем, я надеюсь, что в конце концов мы должны уходить. И ведь самое-то главное, что вот так называемом гражданском обществе, а гражданское общество, оно же разные взгляды людей, там дискуссии. В гражданском обществе в первую очередь заинтересована должна быть власть. Ведь она, вот посмотрим историю нашей страны, ну, 20 века вообще. Мы же ни одного своего лидера с благодарностью не вспоминаем, единодушно, будем так говорить, народ. Всегда, потом, сначала любимый, а потом вот, в общем, так. Почему? Ну, потому что его не сопровождала вот эта вот критическая поддержка. Критическая. Вот я думаю, что это вот мы должны извлечь из этого. Ни в коем случае мы никогда не нужно хвалить власть. Вот это вот. А у меня, знаете, у меня здесь несколько другая точка. Я с вами полностью согласен в том, что, ну, любой народ заслуживает то правительство, что он имеет. Да, хотя меня за это вот постоянно ругают и говорят мне, например, такое. Ну как же так? 17 марта 1991 года 77% населения, и я в том числе лично, голосовали там за Советский Союз. Как же так? Мне кажется, знаете, вот если брать то время, как раз вот перестройка и все, да,
Мне кажется, тут не Сталин, тут наоборот. Как бы люди привыкли, ну, что советская власть разберется. Что они, значит, там нормальные ребята, они все знают. А власть относилась при Брежневе, особенно так патерналистски. Ребята, мы все сделаем, вы не волнуйтесь, вы там работаете, у вас там будут детские сады, школы. И действительно, вот Поляков, писатель такой Юрий, он говорил так, это был ворчащий, ну, в брежневское время, ворчащий оптимизм. Ну, типа, ну да, вот этого вот нет, но раньше еще и вот этого не было. Ну, то есть, понимаете, советская власть, мне кажется, она приучила из хороших побуждений людей к некому такому социальному иждивенчеству. Правильно, Да, согласен. типа, Да. то есть, власть-то не ненавидели, вот как сейчас очень многие, или не а считали, ну что, ну нормально. Вот помните, например, мы студенты, ну что ходить на комсомольские собрания, поддерживать там резолюцию съезда партии, да мы и так согласны. Ну что мы там придем, там, я не знаю, ну заслушаем, там, что-то проголосуем. Ну зачем, это и так все ясно. А потом, когда эта власть оказалась в опасности, да, народ-то не вышел опять. Почему? Да нет, ну они разберут. Ну как это Советского Союза не будет? Да вы что? Ну да, такого быть не может. Вы что? И мне кажется, да, вот здесь и это чувствуется до сих пор. Но в то время, не дадите мне соврать, какое-то письмо в правду какого-нибудь колхозника, оно могло там, я не знаю, такие круги вообще разнести. Сейчас, насколько мы знаем, президенту пишут 2 миллиона обращений в год. И что? Понимаете, обычно эти обращения возвращаются тем, на кого, собственно говоря, идут жалобы. А вот как вы думаете, такой еще вопрос? Вот мы как раз перед вашим приходом дискутировали. Вот сотрудники мне говорят, да вообще нет никакого сейчас гражданского общества. Так оно есть. Ну, оно есть, но оно не проявляется. Не проявляется, в делах не проявляется. И второе, ну, мы же все живем, в общем, обсуждаем, оно раздроблено. Ведь у нас даже вот то в оппозиционном лагере друг с друга только пнуть. К позиции мы еще вернемся. Да. Но все-таки, если ты оппозиция, как-то нужно находить в первую очередь контакты. Потому что с властью-то мы всегда в контакте, как говорится, мы все работаем. И далее. Вот это есть. Но и все-таки вот существует некий табу. Вот это не трожь. Это не трожь. Вот помню, была какая-то телевизионная дискуссия, которая ведет культурная революция. Ну и вот там я сказал, в общем, ну и все, ты должен помнить, 2 первых лица не трожь. Ну почему? Ну что, мы не современные люди, что ли? Ну все-таки, ну во всех европейских странах уже дошли, и в Америке тоже, но всегда первое лицо тоже под огнем критики. И причем это я подчеркиваю, что ведь мы же критикуем, я вот ни в коем случае, чтобы свергнуть. И это нет. Вообще я против, потому что история показывает, свергнешь, еще хуже будет. Нет. Мы это делаем для того, чтобы было дела лучше, ему помочь. Вот это, и это есть слабость у нас. Это слабость нашего общества. Робкость, раздробленность, табу наложенные какие-то, сами, причем сами наложенные табу. Я думаю, а власть привыкает к не этому. сами. Вам же говорят, что... Ну, как говорят, те же самые мои коллеги говорят, что же, мне же никто не вызывает и говорит, ты вот этого не говори, или там какой-нибудь там... Нет, конечно, не в этом. Нет, мы все-таки сами себя ограничиваем, и получается, что как бы нас кто-то ограничивает. Я вам должен сказать, когда меня еще звали на телевидение, там же как это все происходит. Там, где редактор прикреплен, да, там девочка. Мне сколько раз Николай Николаевич, про пенсионную реформу, я вас умоляю, ни слова. Причем позитивно тоже не надо. Иначе меня, ну там же прямой эфир. По идее, Да, Николай да, Николаевич может обмануть и сказать там, да, а потом она говорит, у меня кредит, меня выгонят, вы просто меня пожалеете. Ну и Николай Николаевич обычно, Конечно, да. Что ну, вы знаете, мне кажется, здесь вот с табу вообще интересная вещь. Я же на Западе много работал вот в дипломатических учреждениях ФРГ США. Да. Правильно вы говорите, там можно сказать, что президент такой-сякой, что канцлер, он вообще дурак. Там, я не знаю. Но, если у вас есть определенные политические взгляды, вот в ФРГ до сих пор, да, вот Сара Вагенкнехт, она была лидером оппозиции вообще, понимаете, это парламентская партия, за ней следят. Ведомство по охране Конституции, это, ну, так сказать, их контрразведка, ФСБ. Почему? У них взгляды такие. Или в Америке. Вы можете ругать президента, но если вы член коммунистической партии, на работу вас никуда в нормальное... То есть, видите, они как делают хитро. Они как бы поверхностная критика, пожалуйста. Но если ты как бы всерьез
против нашей системы настроен, ну, коммунист, например, то вот ФРГ был так называемый закон о радикалах. Вы представляете? То есть человек, член легальной абсолютно коммунистической партии, не мог почтальоном работать. Ну, то есть вот он приходил, ему говорили, вот пишите расписку, что вы не член ГКП. Он говорит, да я член. Ну, извините. При этом он, предположим, не был бы членом ГКП, а ходил бы, говорил, я там против канцлера. Вот. И вы знаете, мне кажется, беда нашего гражданского общества, она даже не в том, что оно робкое. У нас власть как бы выводит его из политики. Она говорит, политикой не надо. А вот, скажем, вот здесь лес не надо вырубать, здесь не надо. Можете, там, не знаю. И в результате у нас люди приходят к чему? Что вот в своей конкретной деревне я что-то там могу свалку там передвинуть туда. Но все они обычно говорят, я вне политики. А вы же понимаете, ну, мы с вами понимаем, что это все политика. И мусор, и лес, там, и все что угодно. Вот как вы считаете? Я вот с вами по части на Западе, я даже с вами согласен. Я вот в Америке все-таки много там работал, ну, делил время значительно, четверть времени проводил вот, в 90-е годы. И что я обратил внимание? Вроде все свободно, но вот когда как-то я входил там в федеральное учреждение с сопровождением там с американским там юристом, я чувствую, как они все это боятся. Ну, я вхожу в любое наше учреждение без всякой робости, вообще говоря. А там вот это есть. То есть это вы действительно правы. Конечно, во всякой стране там есть определенные... То есть они там разрешают такую, я бы сказал, псевдофранду, понимаете? Если внутрь... Но я лично считаю, что мы вообще должны сейчас больше говорить о себе. Вот, понимаете, да, там свои проблемы. Ну, во-первых, сейчас я должен сказать, вот все-таки мы и в 90-е, и в 2000-е много говорят, вот давайте как в Америке, всегда. А вот в Америке так, в Европе так. Я вот сейчас вижу, к сожалению, европейская цивилизация деградирует. И я знаю, у меня есть объяснение этому. Во-первых, в Америке, в частности, я вот это говорю все, 95% молодых детей не получают нормального образования, к которому мы привыкли. Оно страшно облегченное. Проходит время. И они говорят, а зачем учить там синусы, тригонометрию, там, стихи учить? Он таксистом будет. Ведь народ-то надо учить не для того, чтобы он эти синусы помнил, а для того, чтобы, как вот, знаете, гимнастические упражнения, чтобы мозги у тебя были. База эрудиционная натренированные, все, база была определенная. Потом подзабывает, конечно. А сейчас вот я всех молодых ребят 30-35 лет спрашиваю, где находится Балтийское море? Вы представляете, я просто... поражен. У нас 32% по опросам считают, что Солнце спутник Земли. Вы представляете, куда мы докатились? Ну, вы знаете, по поводу Солнца спутник Земли, я тут тоже должен сказать, все-таки уточнить, если меня спросят, там, вот, если скажешь, что Солнце крутится вокруг Земли, оно действительно крутится. И Земля крутится вокруг Солнца. Коперниковская система не в том, что говорит, что мы крутимся вокруг Солнца, что это тоже верно. Потому что если я кручусь вокруг вас, по относительности вы крутитесь от меня. Коперниковская система состоит в том, что вокруг Солнца в одной плоскости по разными годовыми интервалами вот наши 7-8 планет крутятся. И вот это понял Коперник. И тогда стало объяснены все сложные траектории, которые... А Птоломеевская система, она абсолютно верная. Она абсолютно верна, потому что в системе координат Земли, все мореплавание, мы же относительно Земли смотрим. Поэтому вот это, когда вопрос, но с другой стороны, если сказать, что Солнце спутник Земли, это, конечно, глупость. Это естественно, да. Но иногда говорят, что Солнце вокруг Земли или Земля вокруг Солнца. Ответ должен сказать и Земля, и Солнце вокруг друг друга. И вот здесь мы как раз переходим. Но это вообще, да, действительно, люди, не знают, в Санкт-Петербурге люди не знают. А знаете почему? Вот сейчас с 1 сентября этого года в очередной раз астрономия ликвидированная школьной программой. А сейчас нам говорят, зачем астрономию, физику? Зачем физику? Ее можно в химию. Так вот в Америке сейчас говорят. Да. Но в Америке как? В Америке, и у нас то же самое. Конечно, если родители забеспокоились и далее, есть такие школы, там, как правило, оплата дорогая и так далее. В этом смысле в Америке лучше. Если ты проявляешь себя, там создают тебе условия. Но эти условия создаются для нескольких процентов. Они говорят, а зачем много конструкторов самолетов? Зачем? Да, как правило, вот такая простая... Это действительно так. Простая, в основном масса людей делает относительно простую работу, вот, которая не нужны синусы помнить, не надо стихи помнить и так далее. Но это же все нужно для того, чтобы народ был крепкий,
развитой. Вот для этого образования, в первую очередь. Вот этого сейчас нету. Сейчас разрушено среднее образование. На мой взгляд, оно полностью разрушено. Хотя есть какие-то отдельные школы. Но это отдельные. И кроме того, вот я знаю, это очень дорого. Как правило, это очень дорого. Вот в советской системе была доступность главная. Да, ведь, в мое время вот в Московском университете приходили люди из деревень, проходили конкурсы, учились, все нормально. И все-таки оно было достаточно однородным. То есть школа в деревне имела ту же программу, что школа в Москве. Вот я в Москве учился, но рядом со мной учились люди, которые кончали в деревне или в какой-то республике. И все. Все вот это так было. Сейчас вот это единство наше нарушено. Давайте перейдем тогда к высокой науке. Вот, ну, советская власть была известна еще чем, да, что у нас была Академия наук. Я хочу сказать многим нашим товарищам, что в Америке ее, например, нет и никогда и не было, да, или даже в той Как же... государственный орган не было, да. Абсолютно. Она общественная организация. И да. мало того, вот что поражает меня, Академия наук союзных республик некоторых создавались 42-й год, 43-й год. Это когда, казалось бы, какая там академия. Значит, это все делали. Вот вопрос, когда в 2013 году началась, ну так называемая, как у нас вот слово реформа, она уже дрожь бьет от нее, Академия наук. Но, к сожалению, у нас большая часть общества воспринимает как, ну это там, вот их там дело. Как вы считаете, вот в чем уже 10 лет прошло результат этой реформы и как она отразилась на стране в целом, Академия наук? Но я считаю, что вот эта реформа Академии наук – это самая вредительская реформа, которая была произведена. И, к сожалению, она была произведена по инициативе нашего президента. Вот ему, значит, есть люди, которые в этом убедились. Может быть, в чем дело? Вот чуть-чуть, я вам да. подробнее скажу. Вот я когда в Америке свою порядки нашей в Академии, я говорил, что наша Академия наук – это есть, во-первых, fellowship, то есть избрание наиболее выдающихся людей. И второе, мы были министерством фундаментальной науки. Сами определяли в определенном. Всегда у них вызывала это зависть. У них же тоже чиновничество, вот эти агентства, фонды. Конечно, у них денег больше, в этом смысле это смягчается. А мы все-таки экономно, всегда было финансирование науки в нашей стране, всегда было, уступало, чем зарубежным странам. И тем не менее мы держались на уровне мировой науки. И сейчас, конечно, теперь фактически что? Сейчас институты у нас отобрали и передали чиновникам в министерстве. Но более нелепой реформы я себе представить не могу. Я еще раз хочу сказать, вот там в Министерстве образования и науки, которому мы подчиняемся, вот там есть один член-корреспондент появился. Все. Там больше никого нету, кто понимал, что в советское время в исследование. таких министерствах меньше докторов наук. Во-первых, все заместители министра были там. Во-первых, министры-академики были, и образование, и в Госкомитете по науке. Департаменты возглавляли, крупные ученые. Сейчас это просто обыкновенный чиновник. И если я начну рассказывать, какие там, это просто смешно. Поэтому, все-таки мы же понимаем, что без науки, ну как будет страна развиваться? Она сильно ослабла. Ведь это очень сильно ослабло. Удар по нашему произведено. Сейчас все больше и больше в институтах появляются и кандидаты наук вынуждены. Вынуждены мы ставить, потому что для того, чтобы руководить институтом, нужно быть крепким, здоровым человеком, помимо квалификации. И напорным человеком должен быть. Поэтому вообще, и вот даже когда в 2017 году я баллотировался на должность президента, вот нас Путин собрал. И я тогда, глядя в глаза, ему сказал, что опыт ФАНО, тогда ФАНО было, мы были... Это Федеральное агентство научных да, организаций. научная организация. Надо его завершать. Вот мы выводы сделали, и снова нужно Академии наук передать функции назначения директоров, распределение программ, базового финансирования, оценка результатов. Обязательно, вот, программы и так далее. Вот хотя бы в этой части. Имущество, ладно, пусть там след, но вот эта сфера, это, конечно, сфера чистой науки. Но, к сожалению, это вот до сих пор... Ну, а реакция-то была президента. Вы знаете, я смотрел, вот он многие давал критические такие реакции на некоторых наших выступлениях. Вот здесь он не сделал никакой отрицательной реакции. Поэтому у меня такая, знаете, вот вера. Но все-таки нельзя без веры. Вот если мне такое кажется, что если бы я бы ему объяснил, я сумел бы объяснить. Ну, попробуй, доберись, конечно, сейчас. Это все понятно. Причем я почему опираюсь? Я раз мы уже об этом заговорили, потому что я бывал и в узком кругу с ним беседовал, и даже один на один был такой. И это было полезно и все. Ну, флот там удалось там сделать. И так, это отдельные вопросы. То есть у меня эта вера есть. Понимаете, я всегда стараюсь, хотя и критикую, вот даже вот оценку поставил руководству страны и президенту отрицательную.
Но я всегда вера остается, что и все-таки можно объяснить. Вот если лишить и этой меня веры, то я, ну, в общем, я тогда не знаю, что делать. Но мне кажется, И знаете, вот это гражданское общество, оно тоже должно, потому что одни мы не сможем. Если вот нет вот такого, знаете, напора со стороны народа, то власть, теорема, никогда не бывает президент страны или правительство умнее своего народа. Никогда. Это мнимое превосходство. Поэтому, значит, вот когда мы с вами... Для кого мы работаем? Кто нас будет слушать, что ли, эти начальники? Нет, конечно. Мы это все делаем для народа нашего. Тогда вот он будет приподниматься, надеемся. Все-таки я же профессор, вы профессор. Все-таки и тогда будет давление наверх. Гражданское общество нужно, чтобы было давление на власть, чтобы его приподнимать. Приподнимать. Иначе оно будет падать. Вот в этом роль такая. А для этого оно должно... Ну, в общем, созреть надо. Все-таки гражданское мне общество кажется, это знаете, народ. вот опять, если брать советскую власть, там был даже, я бы сказал так, своего рода культ науки. Вот когда спрашивали, а кто получал в СССР самую высокую зарплату? Да. Ну, логично было, ну как, кто? Ну, Брежнев? Нет. Президент Академии наук. И, как правильно сказал Роберт Искандерович, при советской власти, казалось бы, однопартийная система, выборы были в Академию наук. Ух, какие конкурентные. Я почему это говорю? Я учился в МГИМО, но, насколько мне было известно, ректор МГИМО проваливался на выборах. В Академию наук, понимаете? Хотя казалось, ну что, ну... То есть, а сейчас при всем... Даже зав. Отделом ЦК по науке, потом оказался он все-таки довольно крупный ученый аграрной экономики, Трапезников, по-моему, его фамилия была, тоже его провалили. И в члены-корреспонденты избрали, а в академики так и не избрали. Да, это такое было. А вот сейчас я хотел бы сказать, вот депутат Глазкова, и не только она, занимается, ну, по-моему, вопиющей ситуацией в Институте математики Сибирского отделения Академии наук в Новосибирске, где 66% научного коллектива избрало одного директора, а назначили проигравшего, собравшего 33%. И до сих пор мы не можем понять, и коллектив, самое главное, да, в чем дело. И коллектив вместо того, чтобы заниматься, вот правильно вы говорите, ну пусть имуществом, там чем-то вот занимаются, там завхозы, это понятно, но у человека должна быть голова свободна. Вместо этого эти все люди вынуждены какие-то письма писать, петиции, подписывать. Вот, и надеюсь, что представители академического сообщества, ну, тоже как-то обратят на это внимание. Ну, институт математики. Ну, какая там может быть, уж я не знаю, политика или еще что-нибудь, да? Я согласен. В целом, я лично считаю, что директор института, он должен назначаться. Ну, какой-то группой экспертов. То есть руководитель академии, лучше всего руководителей соответствующей сферы. Не голосовать там 100 человек. И это не значит, что коллектив никакой роли не играет. Он через год, каждый директор, руководитель отчитывается, и ему дается положительный или отрицательный. И там дальше уже делаются выводы. Но ведь есть правило, принятое самой властью, вот, что вот в конце концов отбираются эти кандидатуры, проходят там они чистилище в соответствующих комиссиях и служб безопасности и так далее. Да. Выставляется на выборы. Ну зачем же? А потом выборы делать, а потом назначать по-другому. Ну это вообще противоречит им же принятым правилам. И вообще-то ничем объяснить разумным нельзя. Но это вот уровень министерства. Это уровень министерства. И я всегда говорю, министерство нынешнее, образования, науки и просвещения тоже, не способно руководить этими сферами. Не способно. Ну, пока вот это не поймет руководство страны, у нас так и будет. Ну, как можно руководить просвещением, если ты не был крупным педагогом, не написал книг, директором школы не побывал и так далее. Ну, вот даже вот отец Владимира Ильича Ленина, Ульянов, Илья Николаевич, по-моему, да, он же был педагогом крупным. И кроме того, он был смотрителем вот всех этих училищ. И он их сам создавал. Да. Он выступал на митингах. Профессионал был, да. И говорил, давайте сделаем, вашим детям нужно учиться. Конечно, Многие говорят, да зачем? Нет, надо. Вы все равно вырветесь из этой нужды. Вот вы посмотрите, заместитель министра, вот я уж и так сейчас уже и не слежу, это все молодые люди. Но им бы надо учиться и учиться. Ну, учиться не в смысле обязательно там теоретическим наукам, но учиться жизни, руководить по школе, руководить там РАНО и так далее. В общем, по ступеням, какой-то курс лекций написать или еще что-то. Ну вот расти. Но как только, если ты в 40 лет стал министром, вот как нынешний министр, все, у него не будет роста. Все. Все. А может быть, из него можно было потом померить. А его взяли
второразрядного университета Тюменского, которого я знаю, я в нем же был, да. И взяли, нет, ну все-таки сами же они разряды установили, это не я. Есть первой категории, второй категории и так далее. Ну и что-то это отражает, конечно. Ну и взяли и сделали министром. Вот, и в результате мы потеряли, может быть, в принципе, государственного деятеля. Мне опять вспоминается опыт вот Косыгин, которого, ну, Сталин вырвал, он же сначала прошел. Начальник Да. Он потом был замдиректора да, фабрики, да, директор, да. потом министр текстильной промышленности. Вот я вспоминаю, когда я баллотировался в Хабаровске в 2019 году, там ветераны с завода судостроительного, где наши атомные подводные лодки производились, они вот вспоминали, приезжает к нам заместитель министра советский, ну, тогда назывался среднего машиностроения, атомная отрасль, и говорит в цеху, а не лучше ли вам вот этот вот станок вот сюда вот переставить с точки зрения вот подачи деталей, логистики, вообще там челюсть, человек из Москвы приехал, да, он говорит, а что вы, я, говорит, сам в этом цеху работал. Понимаете, вот это был руководитель, да, он это понимал. Вот эта группа людей, вот Косыгин, Устинов, они в 30 там с небольшим стали наркомами или министрами. Вот как-то Но они прошли эту школу. Да, но прежде всего они этой профессиональной этой деятельностью занимались. А как можно быть просвещением руководителя, если ты не поработал лет 10 учителем? И не пройдя вот все эти ступени, школу возглавить надо. Вот эти ступени нужно обязательно пройти. Потом можно и быть и министром, наверное. Ну, а мы, если посмотрим на заместителя министра, который вот просвещение. Помните, одна дама была, молодая, красивая женщина. Вот она была замминистра. Ну, боже мой, сейчас она под каким-то следствием там находится. Ну, в общем, это подбор кадров в нашем правительстве. Я подчеркиваю, в правительстве, а за это отвечает президент, премьер-министр. Неудовлетворительный. Не только вот в наших сферах. Какие сферы не посмотришь. Ну вот есть у нас Минпром, промышленности и торговли, например, да. Ну кто там заместитель министра? Ну это же переводчики какие-то, социологи и так далее. Ну, они, музыкальные продюсеры даже. Ну даже это есть, да. Вот за всеми этим не уследишь. Поэтому вот одна из серьезных проблем и провалов вот, нашего правительства, руководства страны состоит в том, что абсолютно неверный подбор кадров. Абсолютно не подходит. Все-таки так нельзя опираться только потому, что он твой, верный вроде бы. Вся эта верность, она вся очень относительная. История она показывает, сейчас это и показывает. Вот когда началась специальная военная операция, выяснилось, что те, кто господствовали на экранах телевизоров, учили нас с вами жить, они сейчас все где? Да, вот все премьер-министры, все уехали. Вот это все это было. Никакой верности у чиновников не будет. Верные люди – это только профессионалы, которые прошли все... Вот на них можно опираться. А эти люди, которые чиновничья рать, чиновник нужен, но он должен помогать. Потому что вот наши министры и высшего образования, госкомитета, это были не чиновники, это были крупные деятели, ученые. А чиновники там были в министерстве, им помогали. Да, они нужны то же самое. Ну вот, я директор института, у меня есть главбух, начальник планового отдела, отдел кадров там есть, юридический отдел. Но представьте, главбуха сделал директором, я зам по науке. Ну это же настолько нелепо, да. Ну все-таки должно быть каждому свое место. И министр он должен знать свою сферу. А мы же, вот нам на президиум приходит заместитель министра. Президиум Академии, да? Да, президиум Академии наук, совершенно верно. Ну, боже ты мой. Ну, боже ты мой. Вот что я хочу сказать. Все, как говорится, хорошие ребята. Я ничего не могу сказать. Вроде хорошие ребята, но они же ничего не знают. Они ничего не знают ни в своей отрасли, ни в своей сфере. Вы помните фильм «9 дней одного года», когда ученый издевается над одной дамой, которая думает, что она что-то в науке понимает. Да. Вот этот дейтерий есть, говорит, в каждом бокале воды, и она так... Говорит, не бойтесь, вы не отравитесь. Да, это есть такое. И, кстати, я вот что хочу сказать, особенно нашим молодым слушателям. Вот если вы возьмете советский период, сколько прекраснейших фильмов сделано об ученых. Причем не каких-то, знаете, вот где там формулы какие-то, а людях, которые посвящают себя науке. Вот 9 дней одного года. Да и эти фильмы можно перечислять, ну я не знаю, просто вот «Иду на грозу» по Гранину, где вот человек ради своих научных убеждений, он готов там, я не знаю, и в подвале жить, и такелажником работать. Иду искать еще фильм «Жена». Вот мы сейчас с вами, друзья, сможем снять такие фильмы? Про кого? Вот про чиновников, которые скажут Роберту Искандеровичу: вы за прошлую неделю что открыли-то вообще? Вот, да. Ах, вы ничего. А за что же мы вам тогда платим? А в науке, как вы знаете, ну это
любой знает. Там же отрицательный результат, это тоже результат. Это значит, что какой-то путь, который мог бы оказаться тупиковым, да, и в который государство и народ затратили много денег, все он отвергнут теперь. А теперь мы с вами выясняем, что у нас вот своей орбитальной станции нет, у нас международная, но американцы проводят на ней в 8 раз больше экспериментов, чем мы. В то время, когда в советское время станция была только у нас. И опять почему? Многие скажут, ну станция, ну что-то вертится. Мы готовились к прорыву в дальний космос, а для этого человек должен научиться вести себя в космосе долгое время. Сейчас, по-моему, речи такой нет, да? Какой Ну, там что-то, Марс? нет, тренирует, конечно, да, но и в Индии даже посадил аппарат так. Поэтому, и это все следствие потери, помимо всего, потери наших технологий. Вот мы много чего не умеем делать. Мы не можем сделать даже «Жигули» от начала до конца. Автоматическую коробку скоростей до конца не можем сделать. Ведь даже вот на этих заводах, даже производство простых вещей, винтов, шурупов, передавали, там дешевле. Там дешевле. И вот такое вот представление, что если, значит, дешевле, а это значит свой не делает, ну он же тогда выбывает из трудовой сферы, а ты его должен кормить, поить. Вот это ты учти, стоит ли это вот эта дешевизна. Хотя бы даже примитивно. Причем в случае чего, когда тебе это перекроют, Ну да, все. ты вот ни за какие деньги Ну ведь вот, не пожалуйста, купишь, да, правда? у нас сейчас А ведь Советский китайские Союз. машины покупаем, китайские автомобили покупаем. Ну, мы вот в Не свое говоря о время корейских. могли такое себе представить. Причем вот вы сказали фильмы. Да, действительно, я все время удивляюсь. И вот сейчас многие же вот режиссеры того старого времени жалуются, что вынуждала цензура, вырезать. Вы знаете, видимо, какая-то такая дисциплина должна быть, что ли. Что ты найди как путь свою идею обойти. Это, видимо, творческий потенциал. Действительно столь... Ведь нас кинематограф объединял весь наш народ. Весь наш народ объединял. И все это было. Ну вот взяли вот одно, так и порушили, причем с согласия своего народа. Народ не защитил, народ не защитил. Ну, видите, Это у нас все- многие даже, да. к сожалению, сейчас вот мы с чем сталкиваемся. Ну, что там эти ученые, ну, что они там вот. Да и предметов надо в школе меньше. Или вот нам Да, пишут, да. а зачем ученику трудового воспитания? Вот есть там это уборщица, я ей заплачу. Да уборщицы и в советских школах были. Но задача ведь была какая? Чтобы ребенок учился уважать любой труд, и не только свой. Ну, пусть даже на каких-то мелких вещах. Ну, Роберт Искандерович, наверное, народ, конечно, будет заинтересован услышать вашу точку зрения. Вот вы уже начали говорить об оппозиции, об объединении. Ну и самое главное, у нас что предстоит? У нас предстоят, наверное, по крайней мере так, президентские выборы. По крайней мере, их никто не отменял. Хотя, предположим, к вам очень хорошо, я знаю, относится и в КПРФ, и вы выступаете на Орловском форуме. Вот если бы ваш совет спросили, а кого левым силам сейчас вот выдвигать кандидатом? О, боже мой, да. Сложный вопрос. Да, очень сложный вопрос. Ну, Но может быть, несколько фамилий. Ну, у нас есть уже несколько разные оппозиционные партии. Вот, и каждая партия должна какого-то своего кандидата выбрать. Россия уже сказала, что она поддерживает Путина. Ну, вот значит, ЛДПР, но я бы вообще не считал ее, честно говоря, какой-то оппозиционной, судя по ее голосованию в Думе. Ну вот если взять прям вот КПРФ, вот вы... ну, там, откровенно говоря, я кроме Зюганова, Арефьева, ну вот Коломийцев. Вот мне Коломийцев, он вот такой довольно яркий человек. Если вы говорите об руководстве КПРФ, например, да. Но ведь КПРФ может выдвинуть не обязательно члена своей партии. Ну, Там, Грудинин помните, не был членом Жарес партии. Иванович Алферов, он же не был членом партии. И но Грудинин он был, не был, да. И Грудинин не был, да. И это вот я не знаю. Не вот был, Грудинин, в частности, да. Ну, он сейчас не хочет там по разным соображениям. Ну, я не знаю, какой-то. Я скажу, а почему вам тоже не У попробовать? меня судимость. О, боже мой. Ну, вот видите, да. Меня заранее... То есть, зачем нужны выборы? Я понимаю, что сейчас исход выборов непонятен. Но выборы – это такая процедура, когда люди должны высказывать свои соображения. Лидеры должны сказать, что там у нас было плохого, что у нас президент не доработал. А если говорить, вот у нас только один, и мы давайте его там плебисцит устроим, это беда. Это беда и в сторону нашего президента. Мы его подводим. Потому что он должен учиться у общества, учитывать мнение. Он должен понимать, что в обществе есть масса людей, которые умнее тебя. Кто бы ни был президентом, я, вы, мы считаем себя Причем умными, да? даже Но ведь все равно, какой бы академик ни был, всегда... Вот пример Ленина того же, да, ведь Ленин, известно, да, один из его первых декретов, декрет о земле. Это не большевистский декрет. Он противоречил программе партии, но Ленин попросил принести ему наказы крестьян, которые они принимали там на своих местных... Он почитал, он понял, что к национализации земли люди
не готовы, они хотят получить ее. Да, конечно. Да. И Ленин, к удивлению всех своего политбюро, сказал, нет, мы примем вот, ну, как бы эсеровскую программу, так люди хотят. Может быть, с точки зрения абстрактной науки это и не так, но их надо к этому приучать. А если бы он просто сказал, ну, знаете, ребята, вы пишите там, что хотите, да, вот у нас есть там программа 1905 года муниципализация земли, вот мы ее там принимаем, и ваши проблемы. Но видите, как этот человек, НЭП, ведь многие, Бухарин говорит, вы что, это же отход вообще от революции, это вообще все. А Ленин говорит, наша задача какая? Наша задача, чтобы народ от нашей революции жил лучше, а не просто, что мы ему дадим какие-то принципы, и он этими принципами должен питаться, одеваться и так далее. Вот насколько был, как бы действительно, многие отмечают, Крупского спрашивают, вот вы с ним жили, вот какая его самая такая вот черта? Он очень интересовался людьми. Говорил Круп, даже теми, кто с ним там не соглашался, спорил. Вот здесь, мне кажется, вы правильно говорите. Если президент окружает себя теми, кто кивает головой, говорит, он себя подводит. Ведь каждый должен руководитель, крупный руководитель понимает, кроме его, жизнь кончится ли у него остаются дети, внуки. А что тебе будет говорить потом? Когда тебя не будет? Вот история Сталина. Он же богом был. Он же был богом, непререкаемым. Войну выиграл и так далее. Причем я не поклонник, я критический взгляд и на Сталина, и плюсы, и минусы, как всякий исторический деятель. Сейчас не об этом речь. Через 3 года его опозорили. Хрущев вышел. Кто защитил? Вот видите как. А еще через 3-4 года из Мавзолея его везли. Вот это каждый руководитель должен понимать. Он не должен преувеличивать значимость свою. Пройдет время после его, и будет другой взгляд на его. А все-таки хотелось бы о себе оставить память, чтобы при твоих детях, внуках тебя не поливали. Как сказать. Вот это нужно обязательно понимать. Этого понимания до сих пор в российском руководстве нет, к сожалению. Даже при жизни, вот предположим, ну, древний пример, был такой римский император Диоклетиан, который восстановил Римскую империю после там, десятилетий междоусобных войн, кризис. Он ее восстановил и отрекся. И поехал к себе, в поместье. Да, это известно. Да, и за ним приехали и сказали, а не хотел бы ты снова порулить, потому что он говорит, у меня капуста хорошая. Но это было давно. Но возьмите Черчилля, вот предположим, 45-й год. Да. Черчилль выигрывает войну, но его переизбирают. То есть лейбористы выигрывают. 5 лет он был в оппозиции. И казалось бы, что должен был испытывать Черчилль? Я войну выиграл. Но, посмотрев других избирателей, в конце концов, что сказали? Развивается холодная война, не дай бог, будет ядерная. Нет, товарищ, давай обратно на капитанский. Вот это лучшая награда, понимаете, когда человек может спокойно откинуться в кресле, писать мемуары, а народ ему говорит, не, давай обратно. И в то же время вот Михаил Сергеевич человек, в 96-м году, помните, баллотировался, он же даже по улицам стал бояться ходить, потому что кто-то там его ударил, что неправильно. Но это же ужасно, правда? Вот когда ты живешь в своей стране, и ты выходишь на улицу, и ты боишься, что тебе в лицо плюнут. Там, что он там какие доли процента за него проголосовал. Да. 1, по-моему, да. Вот это хуже нет. Да, и можно, конечно, давать интервью. Он испил чашу эту свою. Он эту чашу испил, конечно. И кто-то не испил. Его последователь, то есть преемник, не испил при жизни этой чаши, к сожалению. Но все равно, понимаете, вот но дети остались, внуки. Когда я был в Екатеринбурге, там у его Ельцин-центра стоит статуя и стоит охрана. Я говорю, а что вы здесь, собственно, охраняете? А он говорит, на статую постоянно покушается. То ее там чем-то обольют, это же ужас тоже на самом деле, да? Поэтому... Но, кстати, вот тем не менее, вот я же сказал, критический взгляд, вот семья моя традиционно уж так, плюсы, минусы. Отец мой не любил, очень вспоминал эти годы, которые его молодость прошла. Это вы имеете в виду сейчас? Сталинское время, да. И тем не менее, вот я так смотрю, вот он фактически, ведь он назначал президентов Академии, отбирал. И предлагал, ЦК предлагал, и дальше уже голосовали. Голосовали, тайно голосовали причем, да. Удивительно все время удачные такие были. Просто вот откуда? Вот мне рассказывали ректора Московского университета. Он, кстати, рекомендовал Сергея Ивановича Вавилова. Младшего брата того Николая Ивановича Вавилова, которого он не спас. Обрек, вообще говоря. Вот это все обрек его на вот эту мощь. И тем не менее Сергей Иванович Вавилов. Это фактически Нобелевский лауреат просто не дожил. Вот его ученик дожил за это общее их открытие.
потом Несмеянова, выдающийся был, и ректор был, и потом и президент Академии наук, химизация, потом он же Хрущеву противостоял, Хрущев начал на Академию, в общем, даже типа уничтожить нужно, хватит. А потом, значит, ректора Московского университета Ивана Георгиевича Петровского. Откуда? Вот откуда это все, от него исходили все эти предложения. Вот, значит, какие-то у него были, не знаю, осведомители. Я считаю, знаете, у него... Он же не ходил в Московский университет, никуда не ездил. Я думаю, что у Сталина была в этом смысле в хорошем ленинская школа. Ведь Ленин описывал, когда он первый раз познакомился со Сталином в Вене, тот приехал писать работу по национальному вопросу. Он считался там... Да. Так с ним Ильич сидел, он ему в библиотеке книги приносил, и они, значит, все это оттачивали. И потом, вот представьте себе очень пожилого человека, Сталина, да, после войны, когда он там работал, что называется, на износ. И после войны, когда воронки не заросли, Сталин принимает участие в дискуссии о языкознании. Кажется, какой языкознание? Ну, еще про Ленина и про Сталина. Опять же, я подчеркиваю, что я как раз гораздо более критически отношусь и к Ленину, и Сталину. Тем не менее, я же говорю, у каждого деятеля плюс-минус. У каждого. Вот не надо боготворить. Людей не надо боготворить. Бога, да, Бог есть, да, Всевышний. Так вот, в 2020 году страна в крови. Ленин выделяет деньги на покупку, деньги Персей для исследования Арктики. Ну как? Вот откуда у него это все? Теперь кончилась в 1945 году война. Страна, 27 миллионов мужиков, по факту, и женщин тоже, конечно, потеряли, да? И в декабре 1945 года постановление ЦК создать институт океанологии. Причем поручили это Академии, академики написали, до сих пор актуальны. Океанология — это не океанография, это и математика, это и физика, это и химия, это и акустика, гидродинамика, география, геология, биология, все вот это. Вот это вот институт создан. В какое время? Вы можете сейчас такое представить? Я сейчас такое представить. Причем для меня всегда это тайна. Все-таки эти люди, они были государственники. Вот, между прочим, кстати, одним из положений марксизма было, в первую очередь, производство средств производства. Помните, кто сейчас об этом? Вы слышали такое производство средств производства? Вообще этого нет. И сейчас мы ни одного станка практически не производим. Вообще, мы же все на нефть можем купить, понимаете? Да, только когда в прошлом году, по-моему, по официальным данным, что-то мы собрали, не произвели 8 тысяч тракторов. И при этом смеялись над Советским Союзом. Зачем столько тракторов? Ну а вы что, вилами будете работать, что ли? Лопатой, в конце концов? Вот в Беларуси все это осталось. Те же самые наши МТЗ, которые... Вот тот Лукашенко, которого наша российская интеллигенция, будем так говорить, вроде такой посмеивались над ним. Вот, над ним смеялись, директор совхоза. Да. А вот все-таки оказался более зрелый человек. Более зрелый человек. А вы знаете, здесь, по-моему, все Хотя и у него, наверное, есть масса всего чего. Но это все взаимосвязано, знаете, вот с чем еще тоже. Это, на первый взгляд, может быть, ничего не имеет общего. Я, когда приехал в Брестскую крепость, тоже там в этом тысячелетии смотрю, там что-то делает армия белорусская. Я подошел, они говорят, мы специальный президентский батальон, мы каждый год ищем останки. Ведь, казалось бы, да, с точки зрения рыночной экономики. Или 7 ноября там праздник. И Лукашенко выступает и говорит, что дала революция Октябрьская всей стране. И 8-часовую. И вот про науку вы сказали. И вот даже если вы говорите, это тайна, Ленин написал 55 томов, но это даже не главное. Я просто видел его записки, когда глава правительства пишет директору, тогда еще Румянцевской, ныне Ленинской библиотеки, что не будьте вы мне любезны, вот по этому списку принести книги в Кремль, к открытию библиотеки обещаю вернуть, чтобы не создавать неудобств пользователям. И когда к нему приезжали иностранные гости, они вспоминали, ничего нет, чай с сахарином, там, вобла какая-то. Ленин говорил, вы свежие книги из вашей страны, какие-нибудь мне привезли, там, по аграрным вопросам. То есть человек пытался быть электрификацией. Помните его? Коммунизм есть советская власть плюс электрификация. Казалось бы, в 20-й год. Театр большой с свечками. Да. Значит, освещается. Государственники. Они были государственники. И помните, Герберт Уэллс ему говорит, ладно, какая у вас там... А он говорит, приезжайте к нам через 10 лет или даже раньше. Он приехал, по-моему, в 1934-м и обалдел, потому что этот план ленинский был уже перекрыт к тому времени.
А ведь лампочка Ильича, это сейчас, ну лампочка. А в то время, когда лучина, лапти... Причем они же нашли людей, ведь Ленин же не мог этот сам план написать, он же не электрик, не энергетик, да, нашли людей, которые написали очень программу грамотную. А у нас, кстати, в 2008 году Чубайс, Кириенко создали ГЛРО номер 2. Программу создали абсолютно антинаучную. Ну, столько инженеров у нас экономили. Ну, в частности, там было даже в уста президента вложили фразу, что к 2020 году, в 2008 году, мы построим 30 атомных блоков. Так как мой брат был заместителем министра, в общем, специалист по атомной энергии, он говорит, во-первых, не нужно. Вот гражданское общество, это уж специалисты у нас сидят, да, энергетики. Вот нет критического взгляда. Вот это самая большая беда у нас. Нет критического взгляда на власть, на предложение власти, на людей, которые во власти. Вот этого до сих пор нету. Кто не пришел, вот, вот я вам скажу, вот у нас было совместное заседание ученого совета Курчатского института и президиума Академии наук. Там собирали. Ну, все хорошо, интересно и так далее. Я сижу, я всегда на первый ряд сажусь, потому что, чтобы лучше видеть. Вдруг все встали. Что такое? Что такое? Вошел Володин. Ну, подожди, глава государства. Государство вошло. Да, председатель Государственной Думы. Я, конечно, встану. Это глава государства, избранный народом избранный. Ну уж если премьер-министр там и входит, ну не надо этого делать. Не надо. Это как знамя. Вот знамя есть, оно одно. Вот это тоже. Вот это вот обязательное поклонение. Отсутствие критического взгляда на власть. Это самый большой порок сейчас нашего общества. И причем я ни в коем случае не к свержению. Ни в коем случае. Власть должна уважаться, и ей надо подчиняться по закону. Все должно быть по закону. И вот этого нету. Ну и, к сожалению, вот я начал думать, кого бы я обсудил. Но я знаю, что есть такой Надеждин. Я его несколько раз так с ним беседовал. Раз он выдвигается, значит, он будет соображению вопреки нашему основному кандидату. И это полезно. Теперь вот здесь у меня Явлинский. Ну да, нет. Ну, это же не значит, что я пойду за того или иного голосовать. Нет. То есть выдвинуться должны люди с разными точками зрения. Во-первых, они отражают разные взгляды И политические. желательно, чтобы были дебаты, причем нормальные. да. Да. Не то, что я сказал 4 минуты, вы сказали. Да. И вот соберут их всех вокруг него, да еще какой-нибудь появится, который всех ругает. Нет, каждый кандидат, если он как кандидат собрал подписи, там, и партию его выдвинул и так далее, он должен получить независимое время и сказать свои точки. Без этих вот всяких криков и нападок, которые, конечно, будут вокруг. Явлинский, вот я его несколько последних взгляд на СВО у него, я разделяю, что нужно все сделать, чтобы быстрее прекратить бойню туда. Прекратить. Потому что каждый день наши и украинские ребята гибнут. Это же беда. Да, просто такая. как это... Понятно. Да. Но, в общем, это нужно работать над этим. Конечно. Он это правильно говорит. Да. То есть, что-то, наверное, неправильно. Я вот в свое время, когда мы были одновременно в парламенте, как-то мы даже с ним, так сказать, сильно подискутировали. Но это... Вот я что хочу сказать, что к оппозиции оппозиция друг к другу должна терпимо относиться. Не надо долбать своего оппозиционера. Вот давай власть, ругай, критикуй власть, делай свои предложения. Обсуждать можно и оппозиционные предложения. Конечно, все это нужно, но нужно обсуждать. Вот. И не пинать, что вот он такой-сякой. Каждый из них, тот же Явлинский, он же доктор наук, он экономист серьезный. Тот же Надеждин, он тоже доктор наук, он ФТИ преподавал. Кстати, да, физик, по-моему. Да, он там, по-моему, преподавал какие-то то ли юрист. Ну, в общем, не важно, он тем не менее. То есть это все люди, довольно уважаемые люди. И не надо вот так вот к ним относиться уничижительно. Вот эту привычку надо выработать в себе. Каждый, кто прошел барьер выдвижения, с уважением к нему нужно относиться и слушать. Вот даже критически. Опять хочу пример привести. Я обычно студентов спрашиваю, вот на ваш вопрос, надо ли вставать или нет, да, когда кто-то входит. Сколько орденов у Ленина? Правильно, вопрос нисколько. Да. Ему только после смерти там Хорезмская народная республика присвоила свой там, значит, и плюс, когда вот ему было 50 лет, 20-й год, Красная Армия всех разбила. То есть мы на пике. И говорит, в честь Ленина надо сделать торжественный вечер в Колонном дворце. Он говорит, если вы это сделаете, я выйду из состава правительства. Представляете, да? То есть
В этом смысле и вот Владимир Владимирович Путин тоже орденов никаких не имеет. Так что в этом смысле у нас порядок, конечно. Вот Леонид Ильич, конечно, ну он уже был старенький, конечно, он, конечно, не отдавал отчет во всех делах. Но, тем не менее, вот все-таки я так вспоминаю эти годы. С улыбкой. Я уже сейчас стал с улыбкой. Хотя там тоже было масса. Не просто с улыбкой, а предположим, ну вот поправьте меня там, да, смотришь советские фильмы брежневского периода, у тебя зять будущий кто? Кандидат наук. И это еще давали там под книги специальную комнату. Ну, вообще, у науки был культ какой-то вот такой вот. Ну, все хотели, да, там вот куда-то. Вот сейчас эффективные менеджеры. Вот еще что было, который тоже мне не нравилось, а сейчас я по-другому смотрю. У нас были методологические семинары. И все квалифицированные люди, в общем, сидели, выступали. Потом время от времени члены партии должны были обязательно раз в 5 лет университет марксизма-ленинизма пройти. Ну, тоже не хотелось. А все-таки это правильно было. Вот вы знаете, я по прошествии, не бог весть, сколько это времени отнимало, но тем не менее заставляло как-то вот об этих делах научно. Это же научно. Университет марксизма-ленинизма, там же преподавали соответствующие специалисты вот, в общественных науках. Это тоже было. Отвлекало, конечно, но это нужно. Вот сейчас, вы знаете, вот иногда порой именно в обществе ученых часто не чувствуешь вот этого горения. Горения нету. То есть, ведь ученый, как-то ученым может и не быть, но гражданином быть обязан. Вот это тоже верно. Ну, вот своя лаборатория. Конечно, увлеченные мы порой бываем. Ну, нервирует все, что тебя отвлекает. Но все-таки ты должен быть гражданином. Вот. И думать о своем месте в обществе. Какая твои достижения, какое они могут оказать влияние. Вот это размышление, оно чрезвычайно важно. Но вот оно утеряно. И в академическом сообществе значительно утеряно. Вот это и есть гражданское общество тоже. Да. Помните опять фильм «9 дней одного года», когда ученый, главное, уже тяжело больной лучевой болезнью, приезжает к своему отцу в деревню. Да, и тот да, ему говорит: да. Митя, а бомба-то это все-таки нужна ли нам была? А он говорит: батя, не было бы бомбы, и нас бы сейчас с тобой не было. Да, То есть это, конечно, все да. понимали, что они работали, ну, не просто ради там какой-то премии, что тоже важно, да, а ради своей собственной страны. Ну что? Но я еще тут должен сказать, что вот хороший фильм сделали, вот, по-моему, телевизионный фильм, там Курчатов. Фильм очень хороший. Посмотрите, Так дорогие что я товарищи. рекомендую его посмотреть. Это был замечательный, в общем. Ну что, мы сегодня, дорогие друзья, вы нас не ругайте, может быть, слишком разговорились, не знаем, вырежу тут что-то или нет. Еще раз, вы нас с Робертом Искандеровичем сильно не корите. Если что-то мы сказали, что вы уже знаете, простите нас. Если нет, ну что ж, нам было приятно. Спасибо вам большое. Спасибо, Николай Николаевич. Спасибо.